друзья, до свидания, Троицкий-Печорск. Едем в город Сыктывкар. Готовься они летом, телегу зимой. Примерно так у нас и получается. Едем, друзья, за лодкой. Купил я наконец-то себе лодку. Не стал дожидаться подорожания цен на сезон. Купил зимой. В общем, едем, друзья, за лодкой. Едем вот такой дружной компанией. Серега, вот там Ленусик, доченька, студентка, приезжала тоже на побывку домой. Карантины там всякие, там еще что-нибудь. В общем, как получится, все заснимем, покажем, расскажем, что и как. Ну а пока, чтобы дорога не была скучной. В общем, скоро, друзья, 8 марта. Хочу подарить своей дочери подарок, пусть заранее, но потом к 8 марта она будет уже в городе. И сейчас, чтобы дорога не показалась скучной, вот ей приготовил вот такой подарочек. Я уже, надеюсь, поняли, что это такое. Да, это беспроводные наушники Tronsmart Onyx Prime. Наушники качественные. В общем, на, Ленусик, тебе подарок на 8 марта. Надеюсь, разберешься. Наушники я зарядил. Заряда хватит на 40 часов с кейсом. Одноразовой зарядки на наушники на 7 часов. Как раз мы это и проверим во время дороги. Наша дорога примерно так километр 700, да, где-то? Вот, расстояние где-то около 500 километров. Заодно и проверим, так ли это, отработают ли наушники 7 часов, как это указано в инструкции. Коротко о наушниках, что и как, какие именно наушники. Сейчас сделаю включение, я вчера разбирался, что почем, хоккей с мячом. В общем, буквально пару минут смотрим. Сегодня мы познакомимся еще с одними наушниками того же производителя. Это Tronsmart Onyx Prime для аудиофилов. То есть получается для мелованов музыки. Это значит звучание на высоте. Что мы видим? Мы видим, что наушники вот такой вот праздничной, можно так сказать, даже подарочной коробке. Прозрачная пленка. Открываем. В принципе, такой же кейс с наушниками. Запасные амбушюры. Буклет, инструкция. Цветная вот такая вот. Как пользоваться. Наушники у нас с сенсорным управлением. Что эти, что другие. И тут вот просто в этой инструкции указано, как управлять этими наушниками. 3 секунды держим, оно включается. 5 секунд выключается. Двойное нажатие — это воспроизведение. Двойное нажатие — пауза. Это положить трубку, взять трубку, микрофон говорить. Ну, в принципе, тут все подробно указано, что и как. Так, дальше что у нас тут идет? Силиконовый гель. Ну, в принципе, вот такой еще коробочки. Кабель зарядки. Все красиво упаковано. Кабель зарядки у нас Type-C. Все культурно, все красиво, вполне подойдет для подарка. Что мы и сделаем. Эти наушники я подарил своему сыну. Эти я подарю своей дочке. Ну как-то вот так вот такие вот, друзья, наушники. Подарок дочери. Такие же, примерно такие же, только более ранний выпуск я подарил уже Генке. Доволен как слон. Слушает теперь он весь такой. Нормальные наушники. Ну а мы, друзья, едем. Впереди нас ждет длинная дорога. На улице потепление. Сегодня -2, скорее всего, будет уже около 0. Я так думаю, едем в южную сторону. И, скорее всего, дорога будет нелегкой, но посмотрим, что и как. Все впереди. Все
все впереди. Скоро мы увидим лодку нашей мечты. Погнали. Как открывать? Вот так вот, как книжка, да, все правильно. Ну, надеюсь, разберешься. Надеюсь. Сверху крышечка, сверху полиэтилен сверху вот так убираешь, по бокам, слева-справа, там во. Ну и все, достаешь с кейса наушники. Сделай сопряжение Bluetooth на наушниках. Наушники можешь сразу одевать. Сделаешь сопряжение, нажимаешь сенсорное управление на наушниках, держишь 3 секунды, они включаются. Подарил подарок, объясняет сам. Ну, в общем, разберешься. Включай Bluetooth, одевай наушники, нажимай сначала, ну там левый и правый, не перепутай, главное. Там, ну, разберешься в управлении, давай. Ну и потом скажешь. Ну как, пойдет? Супер вообще. Давай, давай, разбирайся. Как сделаешь включение, посмотрим, что и как. Ищет. Ищет. Ты в наушники включи, она не найдет, наверное, я так думаю. Одевай. На сенсор нажимай пальчиком прямо и держи, не отрывая 3 секунды, и будет включаться один, потом второй также. А дальше там прочитаешь в инструкции, по черной крышечке там инструкция, что и как управлять сенсорным управлением, в общем, разберешься. Что, нормально? Там еще есть, ну-ка убери наушники, если не слышишь. Я говорю, там еще есть приложение Tron Smart, скачаешь через Play Market, сделаешь сопряжение своих наушников, они работают через приложение. Там можно вот это сенсорное управление, что и как настроить самому настроить. Как нажимать, какие команды, эквалайзер, низкие, высокие частоты, прибавить, убавить. То есть все наушники будут работать чисто по твоим командам, через приложение прямо. Ну что прикольно, то что нажимаешь направо громче, нажимаешь налево не громче. Разберешься. Вот эта техника. Да, как Простоквашино. Вот до чего техника дошла, да? Спасибо. Все, давай. Приятного пути. Приятного прослушивания. Давай, давай. Вот. Проезжаем поселок Вайвож. Раньше это было процветающий поселок. Это ГДУ Вайвож нефть. Все четко было здесь. Теперь вымирают. Квартиры здесь дешевле некуда. Можно рублей за 300, наверное, нормальную квартиру двухкомнатную купить, да? Вот такой вот Вайвож. То есть мы уже его проехали, конечно, вот. Километров примерно 80, 75, наверное, да, где-то от нашего Троицко-Печорска. Благоустроенные квартиры, все дешево, все сердито, но нет рядом реки. Так что это никак. И работы. И работы. Хорошо жить здесь только пенсионерам и вахтовикам, которым без разницы, где жить. А так вот, если рыбак, то нужна, конечно, речка. Ну, в принципе, 70 километров, 75-80 километров. Речка недалеко. Ижма речка недалеко, да? В принципе, жить можно, так что, если жить некому и негде, переезжайте в Вайвож. Здесь квартир очень много. И дешевые. Если ты полюбишь север, не разлюбишь никогда. Да. Да. Так, друзья, в город Сыктывкар у нас можно добраться двумя путями. Если прямо ехать, это через Ухту, город Ухта, и поворот на Сыктывкар. А здесь вот через Пузлинскую дорогу. Здесь, конечно, она похуже, вон, как мы видим, она разбита лесовозами. Но пока оттепель не жахнула, здесь у нас не асфальтовая дорога, здесь у нас просто грунтовка. Но едем через Пузлу, через Усть-Кулом, по Моздино, в общем. И приезжаем с другой стороны города, именно с той стороны, где находится компания Вездеход. То есть с этой стороны нам ближе в Сыктывкар поехать. Ну, дорога пока не потеплела, вроде не разбита, вроде нормально. Посмотрим, что будет дальше. Пока едем. Мы здесь вот за десятки, говорю, за семеркой с Федором вот ездили тоже по Пузлинской. Дорога немножко короче, но немножко похуже. Ну и движение, наверное, меньше. Или в Усть-Куломе тоже нормально? Там и лесовозы. Там лесово. А так вот здесь вот движение поменьше, чем вот по Ухтинке. И дичь здесь бывает. И
и мир более дикий, так что, возможно, одного рябчика уже видели, так что, возможно, здесь более... Косачей и глухарей увидим. Да, Это обязательно мы увидим. так что посмотрим. В следующий раз, правда. Фону. Завтра, 18 февраля, в республике ожидается облачная погода, небольшие осадки в виде мокрого снега, дождя, местами гололед. Осталось... Ветер южный 7-12 метров в секунду. 140, Утром и днем проехали, местами 160. порывами 15-19 Еще километров метров в секунду. 300 с лишним, Температура да? ночью -1, -6. Местами Это же с Кулома 300 километров, я точно минус знаю. 15 градусов. Кулома 180. Днем Да? +2, -3. до Усть-Кулома На крайнем 300, северо-востоке что-то помню. -3, -8 Он градусов. уже... В Сыктывкаре небольшие осадки в виде мокрого снега, Сыктывкар. гололед. Хоть знаки тут есть, а поначалу там знаков не было, вот там мы и заблуждали. В принципе, вы все равно, наверное, вышли, да? Мы только мы через Температура деревню ночью ехали. Да, -3, через деревню. -5, днем Мы там -1, заблуждали. +1 градус. Мы не напутали, 19-20 февраля в республике сохранится аномально теплая с осадками Плюс. погода. Вот так вот, друзья, весна надвигается, уже плюсовая температура. Так что, дай бог нам вернуться, успеть до того, что пока дороги не рухнули. Дай бог успеем. А там уже скоро весна, вот сейчас вот передавали река Ухта, река Ижма, уже начали открываться. Так что, скоро откроем навигацию. Переправа, переправа, река Вычегда. О, какая она здесь маленькая. О, кто-то рыбу ловит, провалилась. А, это понтон. Гуляет он, да, получается? Паромная переправа. Вот такая вот паромная переправа. Весной ее убирают, да, когда ледоход? Большая вода уберут, потом опять пускают. И круглый, это, да? Круглый год стоит. Такая вот переправа у нас через реку Вычегда. Проехали уже, получается, 200, где-то 205-207 километров. Еще где-то 300, наверное, не больше. Какая-то деревня здесь, это уже Усть-Куломский район, наверное, река Вычегда. Раскинулась так деревня между холмов, да, как-то интересно. Частный сектор. Деревенька моя. Ленок балдеет. Телефон в руках, наушники в зубах, говорю, в ушах. Видать, еще батарейки не сели, если еще не проснулась. Ага. Вольдина. Вольдина, по коме Вольдин. Вон фигурки. Новый год продолжается. Что, въехали в другой район, уже в соседний Усть-Куломский, наверное, тоже, да, идет? Здесь где-то в Помозино проживают наши родственники. Всем привет. Всем родственникам Усть-Куломского района. Всем друзьям. Подписчикам. Подписчикам тем более, да. Я уже не подписчики, друзья у меня на канале. О, в Усть-Куломском районе тоже вон ходят. Скандинавской ходьбой. Все. Мусорные баки. Да, даже в деревне, смотри, какие мусорные бачки. Не то, что у нас, да? У вас в Копче такого нету. Не, какая. У нас в Ухту увозят. Он домик красивый тоже на горе стоит. Речка Вычегда рядом вот получается, да? Вдоль деревни бачки стоят. Красота. А у нас выносят пакетами к машине, блин. Вот такая вот коми-деревенька. Стоит на высоком берегу Вычегда, получается. Навигатор заработал, что ли? Все, вот и вы из деревни. Так, въезжаем в город Помозино. Город Выльгард. Откуда здесь Выльгард-то? Выльгард, Сыктывкаре, тут Помозино.
Деревня, как я помню, она длинная. Большая, да. Да, очень большая деревня. И там Мыдлопыл еще есть за речкой, да, там? Что это? Мыдлопыл. Это что такое? Ну, в дословном переводе Мыдлопыл это называется, ну, по ту сторону реки. Тот берег. Мыдлопыл, ну, та сторона реки получается. Я точно знаю, что Помоздина делится. Ну, это может пригород Помоздина или что такое вроде. Ну, помоздинские красавицы. О, доча проснулась. Ну что, дочка, наушники работают еще? Не слышит, значит работают. Ети. Вышка стоит, МТС по-любому, наверное, да, МТС. А, Теле2 тоже поймала здесь. Теле2 и МТС здесь есть. Вон церковь старая, походу. Ну да, разобранная уже. А вот эта часовня, наверное, скорее всего, новая еще. Вот такая вот. Кирпичная. Еще сохранилась. У нас Троицкой уже нет давно-давно. Это Вычек, да? Обратно проехали, да, получается? Помос. А, Помос. А вот это Мыдлопыл есть, наверное, получается. Потому что по ту сторону реки. Я так понимаю. Я помню, что Мыдлопыл это по ту сторону реки. О, да, видишь, Мыдлопыл. Все правильно, значит, я. Мыдлопов. Мыдлопыл. Мыдлопов, господи. Все, куриные переводчики, наверное, это переводили все. Вот здесь и живет, наверное, вот это, наши родственники. А где точно, я даже не знаю. Так, а вот эта деревенька у нас называется Скородум. Скородум. Это Иван Григорьевич сюда приезжает у нас в гости. Родственники у супруги живут здесь, у Ивана Григорьевича. Частенько бывает сюда заезжают тоже. Вот такие вот узкие дорожки. Кривые. Кривые с поворотами, маленькие домики. Ну, та же деревня, только опа, вот счастливый деревенский житель. Ему точно сейчас море все по колено. Навоз, трава. Деревня живет своим трудом. Собачки, они везде. Поворот на повороте, да? А вот в Киров едешь, такая же беда. Вот это, видать, вот это из-за домиков вот этих, да? По деревням так ездят вот так же. Серпантин. Старые деревенские домики. Какой-то Скомородум Йоль. Скородум Йоль. Йоль, который скоро думает. Не скоро думаю. Что, все? Погнали дальше. Вот. Машина проголодалась. Решили покормить. Скоро Усть-Кулом. Вот такая вот заправочка здесь у нас. Стоимость бензина на Лукойловской заправке 47 рублей 61 копейка. 47? Да. А у нас сколько тульских? А без понятия. Так же, наверное, где-то. Что-то 48 как-то было. перестроен. Маршрут перестроен. Поверните направо, а затем через 200 метров поверните направо. Что бы мы без тебя делали, а? Каша такая, ужас. Ну, видать, уже мажут. Что-то делает, может, балалайка приканивает. Должна, наверное, быть. Так, машину покормили, наверное, тебя тоже сейчас покормим, да? Где? Конечно. А вот тут вот другая заправка уже. Так, это что у нас? Там 92-й, 46-99, чуть дешевле. Поверните направо. Мы уже повернули давно, ты что? Все. Погнали дальше. Где-то ж тут кафешка была, да? А вот здесь мы, пожалуй, себя покормим. Вот такая кафешка. Лена сказала, здесь уже она кушала, было вкусно. Не отравилась, так что пойдем тоже перекусим что-нибудь. Кебан-йоль.
Так, ну что, Кебаньоль у нас получается слева. Мы едем прямо. Сейчас посмотрим, навигатор работает, не работает. Все работает. Все четенько. Накормили машину. Набили брюхо. В принципе, очень даже неплохо покормили. Кафешка, кстати, называется Гена Свали. Вот. Гена Свали — это Гена Свали, ну, почти как наша семейка. Поели так вкусненько. Сейчас скажу вам точно даже. Я взял борщ и пюре со свиной поджаркой. И Ленусик тоже взяла пюре со свиной поджаркой. 2 морса, 2 куска хлеба. И еще что-то там, выпечка какая-то была. И это всего на 415 рублей. Это, в принципе, недорого. Серега вообще там за столик, наверное, плов поел, да? Взял плов, попить, выпечку и 100 рублей там с копейками. Я считаю, это вполне приличные цены. Все красиво, все культурненько. Туалет в здании, все. Вода, умывальный кран, салфетки, бумажные полотенца. Все на высшем уровне. Если кто-то смотрит с администрации этого кафе, огромное вам спасибо. Цены приятно удивили. Все вкусно, все прилично. Короче, все хорошо. Ну и теперь, отдохнувши, насытившись, да, заправившись, едем дальше. Впереди нас ждет город Сыктывкар и наша лодочка. Скоро мы ее увидим. Не знаю, как передает эта камера, но просто вот затяжной подъем где-то километра 2, наверное, да, получается? 1,5 точно есть. Вот здесь бы с санок покататься. Сейчас. Здесь, видать, болото идут, а там идет вот возвышенность какая-то, гора. Где-то какая-то стоит. Река. Да, вот какая-то река, вот, да. Река это. Деревня. А, там деревня, да. мечеть как есть. А и отсюда не видно. Река Кужью, а деревня Кужба. Ой, речка, помню, здесь рыбачили, помните? Рыбы было валом, блядь. Вишера? Что за Вишера? Речка Вишера. Большая. Ну да. Вишер вожен. Это Лидия Логинова отсюда, наверное, да? Ну, она же такую песенку поет. Начало темнеть, время 4:30. Ну уже светло как бы, да? Длинный, намного длинный. Так, время у нас ровно 5 часов. Еще даже видно немножко. Заезжаем еще на один мост. Так, это у нас река. Незаметно какая. Вон. Река Вычегда. Эжваю. Вот такая вот у нас река. Не знаю, видно, вот она хорошо. Видно, друзья. Как там была Вычегда, как здесь, да? Да, какую Вычегду. Вот мы переезжали в первый раз по понтонному мосту. И вот это та же самая Вычегда, та же самая Эжваю, но уже в 10 раз, если не больше, шире. Уже полноценная. Так что подъезжаем. Да, вот. Здорово. Нет еще? Ну, не подъезжаем, но все равно. Время 5. 166. Ну? Вот такая вот красота. Ну. Лепота. На улице уже темно, смотри, а камера видит еще это. Ага. Вот у нас еще один мост. Уже на подъезде в город Сыктывкар. И это река у нас. И это река у нас Сысала. Сыктывью. Сыктывкар — это то, что река стоит на городе Сысала. Сыктыв Покоми. Так, вот она река. Вот он вдалеке виднеется город. Река подо льдом, рыбаков не видать, дальше не клюет. И вот такая вот движуха у нас уже 5 часов, получается 36
Без 26, час пик. Скоро и до места у нас осталось 6 километров уже. Ну вот и город. Город Сыктывкар. Там, где делают лодки. Так. Что у нас по навигатору? По навигатору пишет до места 4,9 километров. Сейчас нам направо надо? Нет, еще. Но заворачивает куда? Ну, через километр только. Через километр направо пишет. По навигатору. Улица, вот улица Серова, через километр поворот направо. Въехали в город. Не знаю, если верить навигатору, пишет направо. Там еще фотоаппарат стоит, камера слежения. Так, ценники, что у нас тут? Даже 98 бензин здесь. А это что такое? Я думала, это Вот там вот направо поворачивать, и нам туда надо. Он здесь заворачивает, видишь, все, пологий поворот. И нам туда надо, получается. Вон. Ну, видишь, цепь. Туда, направо, Сара направо? да, сюда. Кажется, сюда надо. Ну, не знаю, навигатор сюда показывает. Через 600 метров на светофоре поверните направо, а затем поверните налево. Сука. Дебил, блин. Еще и с дрифтом-то вылетает. На светофоре направо? На светофоре направо, потом налево сразу. Вот такая вот фигнюшка там. Зигзаг. С зигзагом. Объехать этот, как его? Скала. Кого объехать? Скала. Этот Скала? спортивный комплекс. Ага. А что, вроде пешеходы должны быть? Поверните направо, а затем поверните налево. Направо, потом налево. Построили скалу прямо на дороге. Прям. Какой наглый семерка. Бухарик, наверное, какой-то. Империя вин. Прямо 2 километра. И заводская, потом налево. Так что, я набираю, да, короче? Ага. Пальмы растут тут. Бакинский дворик. Бакинский дворик. Мы немножко проехали, немножко не рассчитали. Навигатор не вовремя предупредил. Возвращаемся обратно. Вон вездеход, там даже он рукой манит, вот это приманивает. Походу, да? Вездеход 11, да, все верно. Здесь получается. Вон указатель тут. Сейчас, светофоры только, да. Ну, вездеход тоже здесь, вот он, да. Так. Ох ты, дорога-то здесь какая А где магазин? хорошая. Вездеход? Магазин. Вот вездеход, вот он. Вот вездеход. Это где вездеход? Это светофор. Ну, сбоку написано вездеход. Ну, вездеход, сейчас разберемся. Это болотоход. 40. Ладно, мы приехали, сейчас глянем. Так. Так, ну что, вот, в принципе, так красавица. Зачем мы проделали такой длинный путь. Вот она, моя лодочка. Ну, мы пока это все оставляем до завтра. Вон, поднимаю одной рукой. Завтра мы все это посмотрим поближе. Заодно зайдем на производство и посмотрим, где изготавливают вот такие красотули. Как мы видим, тут еще одна лодка. В общем, видим завтра. Пока едем искать место ночлега. Встречаемся завтра на этом же месте. Все, погнали. Успели вовремя, до 6.